прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Миллион алых роз. Как поздравили Аймани Несиевну и Медни Мусаевну, руководители министерств и ведомств региона, с Международным женским днем. Самые искренние и теплые поздравления в нашем эфире. Герои нашего времени. Моя профессия, моя специальность, они у меня на первом месте. В честь 8 марта мы расскажем о женщине, вносящей огромный вклад в жизнь общества. Красота в глазах смотрящего. Очень сильно нравится. Техники разные, текстуры разные, оттенки. Многие картины передают настроение. В Грозном состоялась выставка художников Северной Осетии. В каких жанрах выполнены работы? В числе представителей прекрасного пола самые многочисленные и теплые поздравления с Международным женским днем принимали Аймани Несиевна и Медни Мусаевна. Руководители министерств и ведомств с огромными букетами цветов выразили искренние пожелания. 8 марта является символом красоты, преданности и уважения к женщинам. Репортаж Лейлы Муртазовой. В Международный женский день теплые слова поздравления и букеты из разных цветов принимает президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова Аймани Несиевна. Первым дорогую маму поздравляет глава республики вместе с семьей. Рамзан Кадыров выразил искренние и теплые пожелания. Международный женский день туда. Има лакшо махкана бусал тиндон. А дошло санаш а реалистик шатедлик днян чамос сумета гушлу соох ценан иште. Также поспешили поздравить легендарную женщину нашей республики, вице-премьер, министр имущественных и земельных отношений региона Хамзат Кадыров, министр сельского хозяйства Якуб Закриев и начальник госавтоинспекции Идрис Черхигов. Присоединился к ним и депутат Государственной Думы России Адам Делимханов вместе с начальником управления Росгвардии Шарипом Делимхановым. Они выразили теплые и искренние пожелания. خدا دست خدا لا خصوص دينا ويقومنا مثلا وي يجش زودش نانوش مثلا لا في ومكنا أمانة آمين. На протяжении многих лет имя Аймани Несиевна является синонимом слова «милосердие». Она оказывает помощь в невообразимых масштабах не только жителям региона, но и за его пределами. Поздравить ее с праздником спешат со всех уголков республики. Искренние поздравления, яркие цветы от защитников Отечества. Вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов от имени всех сотрудников, ведомств и правоохранительных органов поздравил Аймани Несиевну с весенним праздником и ее в лице всех женщин. شقالي دائما قدولو ديناتوا هذا يرسي داخل كل случаем أتذكر همك ملبول دودري داخل. В Ахмат-Юрте с приятной миссией прибыл и весь кабинет министров, главы районов во главе с премьером Муслимом Хучиевым. أحمد حاج فونت أخذ بدول سل أمانو سديشتولنا وصل أو غيلش ميستجن زعبش سجن تونش سجن فنوح شادين تعاش دوي دوزن أرا تون بيختي كن خيتمي كيك تقول متك تيسن دال ديك تبيخن بولسات. В этот по-настоящему весенний и солнечный день поздравления с прекрасным праздником принимала и первая леди республики Медни Кадырова.
Далее чиновники отправились в дом стахи первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Хавсы, чтобы также высказать ей слова уважения и поздравлений. Чеченские женщины на протяжении всей истории стойко и героически переносили беды, которые пришлись на долю народа. А сегодня они, отправив своих сыновей, братьев и мужей на борьбу с фашизмом, являются надежным тылом и опорой, трудятся в различных сферах, внося свой вклад в развитие республики. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Профессионализм и самоотверженность, готовность всегда прийти на помощь первым, чуткость к пациентам, медицинских работников заслуживает большого уважения. Доктор Алия Ибакова – одна из тех, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией. Праздник 8 марта – еще один повод поблагодарить представителей прекрасного пола за их труд во благо общества. Репортаж Медины Мударовой. Мать, подруга, коллега и просто хороший работник. В сфере здравоохранения Алия Ибакова работает уже 15 лет. За это время она прошла через многое, но одно осталось неизменным – любовь к своему делу. После окончания Кубанской медицинской академии, а затем и клинической ординатуры по акушерству и гинекологии, девушка работала врачом по этой же специальности. Именно тогда она набрала необходимый опыт. Самое главное в работе – желание расти в этой сфере и помогать людям в любое время суток. Иначе ничего не получится, делится Алия. У меня есть семья, у меня есть 2 детей, но опять-таки моя профессия, моя специальность, они у меня на первом месте. И в любое время дня и ночи я всегда отзовусь, окажу помощь, дам совет и все, что с этим связано и касается. Поэтому с первого дня, как я пришла в Министерство здравоохранения, все, что можно сделать, я делаю. Особенно, когда ты видишь итог, когда ты видишь, что твои советы, твои подсказки, они помогли, для кого-то они закончились тем, что человек выздоровел, или поступил в институт, или устроился на работу. Ну, это, конечно, большое такое чувство удовлетворения. На данный момент девушка является помощником министра здравоохранения региона. Она также куратор нескольких региональных проектов, которые занимали лидирующие места на федеральном уровне. Я являлась куратором регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в рамках которого мы достигли определенных успехов, и практически не было недостижения. Все показатели целевые, поставленные Минздравом России, они были достигнуты. Всегда по всем параметрам, по всем мероприятиям, реализующимся в рамках этого проекта, Чеченская Республика занимала лидирующие места, находилась в 5-ке. Да, мы будем продолжать в том же духе. Особо теплыми словами об Алие отзываются ее коллеги. За все время работы они стали одной семьей. Инициативность и решительность. Благодаря этим качествам она завоевала сердца своих знакомых. Алию Хамидовну я знаю давно. И знаю, как отзывчивого, хорошего сотрудника Министерства здравоохранения, хороший организатор, внимательный организатор. Должное надо отдать, она всегда придет любому пациенту на помощь. Несмотря на плотный график, свободное от работы время, девушка любит читать, послушать хорошую музыку и даже сыграть на пианино. Алия также ведет прием в городской поликлинике номер 4 в качестве врача женской консультации. Больные на протяжении многих лет обращаются именно к ней. Алия очень грамотный врач, чуткий. Я с Алией знакома много лет и советую своим родственникам, друзьям, знакомым, так как она хороший специалист и врач. Чеченские врачи никогда не останавливаются на достигнутом и каждый раз стараются совершенствоваться в своих навыках. А благодаря таким специалистам медицина в регионе развивается еще эффективнее. Профессия врача является одной из важнейших в обществе, ведь от его усилий зависит не только наше здоровье, но и жизнь. Сегодня мы убедились в том, что Алия Ибакова является грамотным специалистом и прекрасным представителем своей профессии. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика.
Мероприятие в честь Международного женского дня прошло в актовом зале Министерства труда, занятости и социального развития. Для собравшихся устроили развлекательное шоу с участием звезд эстрады и вручили цветы особо отличившимся в работе сотрудницам и тем, чьи родственники погибли при участии в специальной военной операции, выдали благодарственные письма. Поздравил представительниц прекрасной половины человечества руководитель ведомства Усман Баширов. Hazdesan bok laren beş, leren beş bu ve nanvaşna ve jijişna ak ostedio yugosun ve mekten barkal deriz alarda sonra ak yohun dalça işleri tani region ve sanna ve ne ve yijis laren beş mektanayat. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялось открытие коллективной выставки членов Союза художников Северной Осетии под названием «Мастерство и творчество», приуроченная она к Международному женскому дню 8 марта. О том, какие работы представили, расскажет Адам Магомедов. Картины самых разных художественных направлений со своими идеями и сюжетами можно было увидеть на коллективной выставке членов Союза художников Северной Осетии «Мастерство и творчество». На ее открытии собрались не только ценители искусства, но и высокопоставленные чиновники. После приветственных речей авторам экспозиции вручили благодарственные письма. Разрезав ленту, собравшиеся торжественно ознаменовали ее открытие. Готовились мы к этой выставке год. Мы работали над новыми работами, сделали новые идеи, воплотили их в жизнь. И с таким расчетом, чтобы уже сделать более яркие, праздничные работы. На выставке представлено более 100 работ. Это современные картины со своеобразной стилистикой, выражающие видение мира их авторов. Картина Светланы Качиевой под названием «Светлячки. Портрет Амины» писалась около 2 лет, причем из них 1,5 года автор находился в неком ступоре, не зная, как ее завершить. Идея пришла из простой фотографии. Однако нужно отметить, что от нее ничего и не осталось, поскольку художница хотела отобразить именно тот образ, который закрепился у нее в голове, а не просто срисовывать. И в итоге получилась довольно интересная, яркая и очень женственная работа в стиле экспрессионизма. Посетители остались под большим впечатлением от работ, ведь каждый может увидеть на полотне что-то свое. Очень сильно нравится, техники разные. Текстуры разные, оттенки. Многие картины передают настроение. То есть какие-то даже представляешь, как располагаешь у себя где-то, может быть, в гостиной. Выставка прошла в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова и переурочена к Международному женскому дню. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Меховые изделия – важнейшая деталь гардероба современной женщины. Она служит одновременно предметом роскоши, символом успеха и подчеркивает статус владелицы. Огромный ассортимент верхней одежды можно найти в магазине «Северина». В бутике прошла акция в честь дня рождения и 8 марта, благодаря которой покупатели выиграли подарки и денежные сертификаты. Мадина Кураева с подробностями. В этот праздничный весенний день хочется зарядиться положительными эмоциями так, чтобы хватило до следующего года. И лучше всего это сделать в Северине. Так совпало, что в Международный женский день 8 марта Северина отмечает и свой день рождения. И, конечно, мы спешим поздравить. Сегодня в Северине собралось много народа. Поздравляют, празднуют и с нетерпением ждут начала долгожданного розыгрыша. И вот все готово. Мы начинаем. Крутить барабан и называть имена победителей будет всеми известная прекрасная Элина. Первым разыгрывается сертификат в ювелирный магазин на сумму 10 000 рублей. Сейчас Элина будет крутить барабан, и мы узнаем имя победителя. Все, стою. Роза. Хороший выигрыш. Украшение – это самый лучший подарок для женщин. Вторым у нас разыгрывается сертификат на сумму 30 000 рублей в магазин бытовой техники. Так, Элина, называй имя. Сейчас. Дарханова З. Поздравляем. Мы поздравляем победителя. Это очень хороший выигрыш. Многое можно позволить себе за эти деньги. Да? Третьим у нас разыгрывается сертификат на сумму 10 000 рублей в парфюмерный магазин Хажар. Это тоже очень хороший выигрыш. Мне кажется, каждая женщина будет рада такому подарку. Самый главный приз от магазина «Северина» – это сертификат на сумму 50 000 рублей. Но тут можно позволить себе не одно изделие, а сразу несколько.
Фатима Трамова. Поздравляем. Если вы не здесь, не с нами, то в Северине ждут вас, чтобы вы забрали свой подарок, свой сертификат. Дальше разыгрывается вот такая замечательная джинсовая куртка с мехом. Милана Аделгириева. Дальше мы разыгрываем кардиган из меха песца. Вот такой вот красивый, очень модный и удобный. Подходит на любой рост и фигуру даже. Сейчас мы узнаем имя этого счастливчика. Аманта. Аманта, мы вас поздравляем с этим прекрасным подарком. Так, а дальше мы разыгрываем меховой рюкзак. Там еще есть и конфеты. Да, то есть здесь получается конфеты. сладкий приз. Кому он достанется? Самила Надирова. Так, друзья, сейчас мы будем разыгрывать дальше сумочку меховую. Покажи, Эля. Вот она. Вот такая вот красивая сумочка. Узнаем имя победительницы. У нас следующая получается Татьяна Добрякова. Итак, последний розыгрыш на сегодня. Это мы будем разыгрывать меховые тапочки. Вот такие вот красивые. Луиза Багаева. В свой день рождения Северина получила поздравления и много счастливых лиц от гостей и участников супер розыгрыша. Мы поздравляем сегодняшних победительниц и ждем вас в магазине для вручения подарков. Все мы видим, что розыгрыши в Северине всегда проходят честно. У победителей сегодня двойной праздник, они счастливы. Даже те, кто сегодня не выиграл, не грустят. Вкусные угощения, подаренные букеты цветов – все это создает праздничную атмосферу и радует гостей. Сезон продаж верхней одежды скоро закончится, но те, кто еще не успел купить весеннее пальто, куртку или плащ, торопитесь. В Северине огромные скидки, шубы за полцены. А на весь остальной ассортимент скидки до 70%. Действует рассрочка без переплаты и первоначального взноса. Весна – это повод совершить выгодную покупку. Скидки действуют даже в рассрочку. Напоминаю, что Северина находится в торговом центре Грант и Деловой, улица Нурсултана Назарбаева, 106, первый этаж. Мадина Кураева, Шейх Масур Умалатов, Сайдамин Даут Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.